Актуальной информации по коронавирусу. По данным Роспотребнадзора, в Коми за сутки поставлены два рекорда. Первый обнадеживающий. Выздоровело за день аж 283 пациента. А вот второй антирекорд. Скончалось от заразной болезни официально еще 4 человека. Общее число жертв пандемии в республике теперь 45. Вот как свежие данные и другие новости республики прокомментировал в своем ежедневном обращении исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждены 5185 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 41 человек. Под медицинским наблюдением 2808 человек, выздоровело 3599 человек. И у нас сегодня рекорд, мы выздоровели аж 283 человека. Это очень хорошо, и если вы обратили внимание, уже несколько дней у нас цифра под медицинским наблюдением меньше, чем количество людей, которые выздоровели. Это очень хороший тренд, нам нужно его удерживать и дальше. Сегодня я принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Коми. Обсудили такие важные направления совместной работы, как борьба с коррупцией, контроль за исполнением бюджетного законодательства, защита трудовых прав работников предприятий. Принципиально важной частью нашей совместной работы является восстановление прав обманутых дольщиков. Держим этот вопрос на особом контроле. Также важным результатом нашей совместной работы стала отмена корректировки за тепло в многоквартирных домах Усинска на общую сумму 21 миллион рублей, об этом я вам рассказывал уже. Автодорога Чекшина, Тотьма, Котлас, Куратова вошла в перечень дорог федерального значения. Поясню, почему это так важно именно для нашей республики. Почти 66 километров этой автодороги проходят по территории республики. Ее пропускная способность очень большая, это более 8 тысяч автомобилей в сутки. По ней проходят транзитные маршруты. Это направления Архангельской, Кировской, Вологодской, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Дорога практически по всей протяженности требует капитального ремонта. И сумма тоже огромная, это 1 миллиард 200 миллионов рублей. И для регионального дорожного фонда это просто неподъемные деньги. Передача автодороги в федеральную собственность позволит привести ее в нормативное состояние, не расходуя при этом средства республиканского бюджета. А высвобождаемые средства мы направим на ремонт и содержание других автодорог, принадлежащих республике, тем более, что у нас таких дорог очень много. Школьники и молодежь республики проводят каникулы с пользой. В Коми созданы условия не только для отдыха, но и для получения новых знаний и навыков в летний период. Например, 27 июля на базе гимназии искусств при главе республики Коми начала работу смена летней естественно-научной школы. Около 40 девятиклассников из Сыктывкара, Сыктывдинского района повышают уровень своих знаний по физике, математике и химии, а также готовятся к новому сезону школьных олимпиад. С ребятами работают ведущие педагоги республики и сотрудники Коми научного центра. Уважаемые жители республики, это все основные новости, которыми я сегодня с вами поделился. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.